В эфире информационная программа «Итоги дня» в студии Дарья Короленкова. Сегодня расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. Но вначале коротко о темах. Совет Дальневосточного федерального округа обсудил готовность региона к сезону паводков и пожаров. В Якутии под особым контролем находится 59 затороопасных участков. В Якутске объявили гуманитарный сбор Дагестану. Узнаем, как и чем можно помочь. В Якутии прошел первый слет потомков купцов-меценатов, посвященный памяти Кривошапкина Николая Осиповича. В Русском театре впервые поставят уникальную итальянскую комедию. Для ее постановки в Якутию прибыл итальянский режиссер. В Якутске подвели итоги главного турнира года по шахматам Кубка главы республики. Программа впервые объединила сразу 4 всероссийских турнира. Совет Дальневосточного федерального округа обсудил готовность регионов к сезону паводков и пожаров. Для мониторинга половодья в округе задействует более 600 гидропостов. При этом в Якутии под особым контролем находится 59 затороопасных участков. Параллельно в 6 субъектов ДФО уже открыт пожароопасный сезон. В Якутии усилен штат специалистов и открыты новые авиаотделения. А до 2028 года масштабное расширение сети авиабаз охватит весь Дальний Восток. Полпред Юрий Трутнев поручил главам регионов сосредоточиться на превентивных мерах, чтобы максимально снизить риски и предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. В целом ряде районов округа наблюдается активное развитие весеннего половодья. В ближайшее время реки начнут освобождаться от льда. Нам необходимо организовать непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, объективный прогноз паводкоопасной ситуации и своевременную реализацию мер по предупреждению наводнений. Для нас тема паводкоопасного, пожароопасного сезона – это особые вопросы. Все главы муниципальных образований отрабатывают. На сегодня мы следим, чтобы и минерализованные полосы, и техника, и, конечно, кадровый состав, личный состав были готовы, силы и средства для того, чтобы в случае нарастания угрозы этой ситуации мы смогли быстро среагировать и минимизировать последствия. То же самое касается и паводкоопасного сезона. В Якутии закрыта первая ледовая переправа. На нескольких объектах изменили грузоподъемность. 10 апреля прекращена эксплуатация одной ледовой переправы муниципального значения в Алданском районе. Речь идет о дороге через реку Алдан по направлению село Угино, трасса 360. Об этом сообщает МЧС по Якутии. Одновременно снижена грузоподъемность на 5 переправах муниципального значения, в том числе в Мегино-Конгласском Улусе на переправе республиканского значения Хатас-Павловск через реку Лену до 30 тонн. Всего на данный момент в республике действуют 42 ледовые переправы. Кроме того, в преддверии межсезонья закрытия автозимников и ледовых переправ на основной ледовой переправе между Якутском и Нижним Бестяхом будет организовано сообщение на воздушных подушках. Сегодня Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики провело совещание с предпринимателями, контрольно-надзорными органами по части готовности к перевозкам. На главной переправе всего будет задействовано около 25-30 единиц судов на воздушной подушке. 5 аэроботов будут работать во время ледохода. Нужно сказать, что были поставлены вопросы как по транспортной безопасности, как по повышению качества услуг, предоставления, использования контрольно-кассовой техники. Ну и, соответственно, безусловно, тарифная политика. Сегодня обсуждались, принято решение, что перевозчики заявили о том, что цены на перевозку повышаться не будут и останутся так же, как и в прошлом году. Дагестан захлестывает вода. Наводнение века пока не сдает позиции. Ливни приносят до 50 миллиметров в сутки. Подтоплены уже 2000 домов. Разрушены дороги, обесточены целые районы. В этой беде страна не оставила свой регион одного, в том числе и Якутия, где объявили сбор гуманитарной помощи. Тем продолжит моя коллега Лилия Бурцева.
В конце марта, начале апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, ставшие причиной масштабного наводнения. По количеству выпавших осадков это стихийное бедствие стало крупнейшим более чем за 100 лет. Подобные показатели были зафиксированы в последний раз в 1919 году. По последним данным, число пострадавших превысило более 15 тысяч человек. Многие семьи лишились жилья и самого необходимого. За последнюю неделю в Дагестане произошли природные катаклизмы, которые на протяжении, вот по официальным данным, такое последнее происходило лет 100 назад, да. То есть в памяти, вот мы, когда вот спрашивал вообще, вот в памяти моих родителей, дедов, они такого не помнят на своей истории. Поэтому это очень такая печальная история, которая произошла, на самом деле большая великая катастрофа для всего народа. В целом пострадали не только Дагестан, Чечня, Ингушетия тоже, но больше всего пострадала Республика Дагестан. Большое количество населенных пунктов ушли полностью под воду. Десятки тысяч людей остались без крова, без средств первой какой-то необходимости, даже без документации и всего остального. В связи с этой трагедией в Якутии объявлен сбор гуманитарной помощи. Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского стал центром поддержки для жителей Дагестана. Здесь принимают предметы первой необходимости – одежду и обувь, полотенца, крупы, консервы и другие продукты длительного хранения. Все национально-культурные объединения нашей республики откликнулись на эту боль и оказывают помощь материальную. Я сейчас обращаюсь уже к народу нашей республики, ко всем. Давайте поможем нашим друзьям и братьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в Дагестане. Потому что мы знаем, что это такое, и это наш долг, это проявление нашей дружбы и сострадания к нашим соотечественникам. Сбор гуманитарной помощи продлится в течение этой и следующей недели. Оставить посылки можно на первом этаже Дома дружбы народов. Только объединив усилия, мы сможем поддержать тех, кто сегодня особенно нуждается в помощи. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. В Вилтумене обсудили обновление методики расчета сельхозсубвенций, которые с прошлого года распределяются на муниципальном уровне. После анализа обратной связи от аграриев и итогов работы районов предложено 3 новых подхода к господдержке. Первый вариант ориентирован на дифференцированную помощь в зависимости от численности поголовья, второй – на объемы выпуска готовой мясной и молочной продукции, а третий предполагает расчет по условным единицам производства. Эти изменения призваны сделать механизм распределения средств более эффективным и адаптированным к реальным нуждам сельхозпроизводителей. Рассмотрели более подходящий вариант. Второй вариант – это выход на товарную продукцию, товарное направление, поддержка товарного направления. Соответственно, это направление мы считаем более приемлемым, более подходящим. И в рамках исполнения стратегического указа 269 до 2030 года, соответственно, мы сегодня готовы на уровне правительства совместно с Министерством экономики, с Министерством финансов и с рабочей группой, которая была создана в прошлом году, исходя из всех подводных камней, рассчитать более подробно с учетом и внесенных предложений, и сегодняшнего круглого стола и будут вноситься предложения депутатов, предложения тех приглашенных, которые сегодня приехали и обсудили этот момент. Мы готовы. В Якутске в здании Верховного суда прошли пожарно-тактические учения. По легенде, возгорание произошло на 2-м этаже. Пожарные провели разведку и осмотрели все 7 этажей. В учениях были задействованы 16 единиц техники и свыше 60 человек, в том числе 11 единиц основной пожарной техники. Работа осложнялась тем, что здание расположено под линиями электропередачи. Площадь условного пожара составила до 96 квадратных метров. В ходе учений спасены 8 человек, эвакуирован 81. Учения прошли по 3-му наивысшему рангу пожара. Многофункциональный центр «Патриот» всего за 4 месяца стал ключевым местом притяжения молодежи республики. На площади более 3000 квадратных метров работают 42 организации резидентов, которым доступны современные медиа-студии, спортзал и концертная площадка. Проект, созданный при федеральной поддержке, направлен на самореализацию молодежи и патриотическое воспитание. Здесь создана технологичная среда для развития идей подрастающего поколения и проведения тематических встреч с ветеранами. Этот объект считается наиболее сложным. Во-первых, это его этажность, непосредственно само наличие того, что это
здания органов государственной власти. Это режимный объект, закрытый объект, поэтому эвакуация проводится по нескольким направлениям. Открываются дополнительные эвакуационные пути, выходы. Также следует учитывать особенность здания, что наличие различных кабинетов разной площади, разной вместимостью. И непосредственно, что могут проходить заседания судебные с лицами, которые находятся под конвоем. Многофункциональный центр «Патриот» всего за 4 месяца стал ключевым местом притяжения молодежи республики. На площади более 3000 квадратных метров работают 12 организаций резидентов, которым доступны современные медиастудии, спортзал и концертная площадка. Проект, созданный при федеральной поддержке, направлен на самореализацию молодежи и патриотическое воспитание. Здесь создана технологичная среда для развития идей подрастающего поколения и проведения тематических встреч с ветеранами. Мы часто здесь в «Патриоте» встречаемся с ветеранами и с молодежью. Поэтому у нас даже Арсений Сергеевич, когда вот приходил, тоже встречался с ветеранами, тоже это отмечал. Со дня открытия в молодежном центре «Патриот» у нас прошло сотни мероприятий. У нас самый главный ориентир – это собрать молодежь в одном месте. Пускай здесь находятся, пускай находят новые знакомства. У нас здесь есть много локаций, где и преподаватели, инструкторы, которые могут помочь чем-то, рассказать о чем-то. Волонтерское движение «Тепло рук» продолжает свою благородную миссию, обеспечивая бойцов сшитыми своими руками комплектами одежды. Эти женщины-матери республики стали настоящими героями, которые помогают защитникам нашей страны, обеспечивая их комфортом и заботой, даже находясь за тысячи километров от них. Подробнее смотрите в сюжете далее. Отдел приема и выдачи цеха ежедневно получает десятки заказов. Татьяна Кривошапкина заведует этим отделом с самого начала работы цеха. Она лично производит замеры, упаковывает рюкзаки с одеждой и выдает готовые заказы. Всего за прошедшие годы более 7000 солдат получили свои комплекты. Контрактники, отпускники по ранению, основной отпуск, они все у нас. Поэтому заказов очень много, и дня через 2-3 готово уже ихний заказ. Так получается. Чтобы обработать такое количество заказов, каждый день в швейном цехе в Якутске кипит активная работа. Татьяна Александровна принимает заказ и передает его в швейный цех, где женщины-волонтеры с любовью и заботой изготавливают костюмы, шапки и другие необходимые вещи для служащих на специальной военной операции. 3 больших журналов у меня. Вот туда все записывается, все их эти данные, размеры и все такое. А потом вот работаем, девочки сидят, все по этим размерам шьют, индивидуальные заказы, потом выдаю. Приходят ребята, назначенное время, кому там 15-го, 20-го, кто там как это, и забирают все. Помимо цеха, который работает в Якутске, по всей республике действует 14 филиалов, и каждый из них активно участвует в этом процессе. Регулярно в отдел заказов и выдачи привозят большие сумки с готовыми костюмами, которые доставляются такими же волонтерами, в основном мужьями самих женщин-матерей. Каждый волонтер здесь вносит свой неоценимый вклад. Кто-то трудится на швейном цехе, кто-то доставляет готовые костюмы, а кто-то заботится о самих работниках цеха. Полина Филиппова работает здесь более 3 лет. Ее блюда стали родными и любимыми для каждого из волонтеров и даже для бойцов, приезжающих за заказом. По выходным прихожу готовить. Я сама работаю в другой организации. Я прихожу, готовлю для швей. И вот которые ребята тоже приходят, пробуют домашнюю еду. Волонтерское движение «Тепло рук» – это пример того, как единство и добрые намерения могут влиять на мир вокруг нас. Каждый стежок – это шаг к победе, а каждая вещь – это частичка дома для наших защитников. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск. Льготные скидки на товары в магазинах через мессенджер Макс. Теперь, совершая покупки, можно будет предъявлять цифровой ID Макса для подтверждения имеющихся льгот. Такой функцией могут воспользоваться многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью без необходимости иметь при себе необходимые документы. Помимо этого, предприниматели, зарегистрировавшись в приложении, также могут вносить маркетинговые акции и местные скидки на свои товары для других категорий граждан. Так, в магазине «Пятерочка» начали предоставлять скидки пенсионерам по будням до 3 часов дня.
все предприниматели, в принципе, могут через цифровые сервисы МАКСа внедрять свои корпоративные скидочные программы. То есть это для других категорий граждан, для пенсионеров, для каких-то ветеранов категории граждан, для молодежи, для студентов. То есть все это можно уже генерировать через систему МАКС. И что очень важно, предприниматель здесь не несет никаких дополнительных затрат. Достаточно просто установить приложение, да, и его зарегистрировать через госуслуги. В Нерюнгринском районе прошел конкурс «Учитель года». Муниципальный этап собрал самых ярких, талантливых и преданных своему делу педагогов, готовых продемонстрировать свое мастерство, инновационные подходы к обучению и безграничную любовь к детям. В этот раз за звание лучшего боролись 13 педагогов-конкурсантов. Эти куклы прославляют материнство и семью. В матрешке другие маленькие куколки, как члены семьи. А якутская кукла Хаарчана передавалась в якутских семьях от матери к дочери. Вот так наглядно проходят конкурсные уроки, где за 20 минут нужно раскрыть свои методические находки, применяя современные образовательные технологии, индивидуальный подход и умение вовлекать детей в активный познавательный процесс. Это я хочу вам предложить коллективную творческую работу. Я предлагаю вам из этого деревца сделать настоящее дерево дружбы. Программа конкурса была насыщенной и многоплановой. Главная тема – единство народов. Конкурс открывает, как всегда, новые горизонты, новые таланты для развития. И, конечно, как мы говорим, это большая прокачка своего внутреннего потенциала, профессиональной мощи, которой они могут двигаться дальше. С каждым годом желающих принять участие становится больше. И в этот раз члены жюри отметили глубину, оригинальность и полную самоотдачу каждого педагога. Подготовка у меня шла где-то в течение месяца, может быть, чуть меньше. Готовиться мне помогали мои коллеги. Была создана даже целая группа, где я отправляла свои наработки, и мне коллеги подсказывали, где сильные места, где слабые места, где что исправить. Так что этой победы бы без помощи моих коллег не было бы. Финалисты и призеры получили заслуженные награды и неоценимый опыт. А Мария Хангуева в следующем году представит Нерюнгринский район уже на республиканском конкурсе «Учитель года». Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутии прошел первый слет потомков купцов и меценатов, посвященный памяти Кривошапкина Николая Осиповича. В XIX веке он являлся почетным инородцем Аймикона Барагонского наслега, Баягантайского улуса, купцом первой гильдии, известным меценатом и попечителем образования. Так он помогал развивать медицину, отстраивать и сохранять школу, а также поддерживал студентов. Его имя сейчас носят две школы в Якутске и Аймиконе. Во-первых, это возрождение исторической памяти. Вообще, это как создавался Якутск. Это затрагивает, мне кажется, вообще историю развития, становления Якутска. Все школы, все больницы, все такие государственные учреждения в то время были созданы, построены именно купцами Якутии. Первый слет – это возрождение культурного наследия вообще. Это, создание, укрепление исторической памяти. В рамках слета потомки известных якутских меценатов рассказали о своем роде, достижениях и поделились опытом увековечивания памяти великих предков. Среди таких Николай Эверстов, Василий Ксенофонтов, Гаврил Никифоров, Филипп Лепчиков, Семен Барашков и Алексей Кулаковский, внесшие значительный вклад в развитие республики во многих областях. Итогом слета стало подписание резолюции о создании единого республиканского общества потомков купцов-меценатов, а также установление аллеи памяти в честь известных купцов-меценатов. В этой резолюции говорится о том, чтобы мы в республике хотим развить и меценатство, благородное дело, благотворительность, добрые дела. И хотим сплотить потомков купцов-меценатов и создать орган, сообщество. Также мы хотим, знать лучше своих предков, чем они занимались, какой они огромный вклад внесли в развитие, в духовное развитие, в интеллектуальное развитие.
В Русском театре впервые поставят уникальную итальянскую комедию масок, или же по-другому комедию «Дель арте Карло Гальдони» «Венецианские близнецы». Для ее постановки в Якутию прибыл итальянский режиссер Тони Кафьера. Подробнее о том, как проходит подготовка к премьере, в сюжете Тимура Колмогорова. Милейшая сеньорина Главина, мне кажется, прежде чем начинать самой прихорашиваться, вам надо заняться... История комедии, ставшей классикой, перенесет зрителей на 300 лет назад в город Верону. Два брата-близнеца Дзанетто и Тонино по воле случая одновременно прибывают туда, чтобы пожениться. Один простак с добрым сердцем, другой же целеустремленный и интеллектуальный молодой человек. Загвоздка и один из ключевых моментов постановки является то, что ни один из них не знает о существовании другого. Вашим покорнейшим услугам. Это прислуга? Жаль. Для актеров и для театра комедия «Дель арте» стала абсолютно новым жанром. Тем не менее, под руководством итальянского режиссера-постановщика Тони Кафьера все вопросы и сложности оперативно решаются. Я не был в Италии никогда в жизни, и о менталитете итальянцев судил только по фильмам, по каким-то книгам. И вот вживую, увидев этого человека, я убедился, что на самом деле это правда. Он живой, он яркий, он искренний, он талантливый, он неравнодушный. Человек, который прямо выпрыгивает на сцену, чтобы показать нам, как и что надо делать. И конкретно этот жанр вообще никогда не ставился на сцене русского театра, насколько я знаю. И сам способ существования, проживания, он кардинально практически отличается от русской школы Станиславского. Особенностью такой постановки комедии масок в том, что актеры традиционно носят маски, обозначающие персонажей, их характер и темперамент. Обычно сделанные из картона или кожи, в этот раз их сделали тканевыми. Это первый опыт для нас. Он был тоже очень сложный, потому что приходилось индивидуально работать. Делали сначала вот такие заготовки. Вот такие заготовки. Одевались на каждого актера индивидуально, отрисовывались глазки, чем дышать, ротик. А потом уже отдавали пастижерам, и вот получались вот такие экземпляры. Комедия «Дель арте» «Венецианские близнецы» — это не просто очередной спектакль, но прародитель нынешних комедийных образов. Здесь нет задуманных эмоций. Актеры, исполняя роли персонажей, дополняют их своей игрой, тем самым преодолевая свои маски. Как молоды, выберите жизнь, а мне отдайте эту, даму. Женщина не мир полон, а жизнь у человека одна. Данную постановку мы решили сделать, потому что совершенно новая для Якутска и даже для России. Я очень доволен знакомством с русскими артистами. Здесь очень хороший театр с прекрасной технической группой, и если случаются какие-то трудности, то все встают на ее решение. Комедия «Венецианские близнецы» увлечет зрителей необычными персонажами, неожиданными поворотами и даже трагичными и драматичными моментами. Сама премьера состоится 17 апреля. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске подвели итоги главного турнира года по шахматам Кубка главы республики. В этом году старты приурочили вековому юбилею развития шахмат в регионе. Программа соревнований впервые объединила сразу 4 всероссийских турнира, проведение которых стало возможно при поддержке целевого фонда будущих поколений Якутии. Подробности далее в сюжете. Программа Кубка главы республики по шахматам растянулась на 11 дней, а турниры проходили сразу на нескольких площадках, в том числе и в Улусах. Как отмечают в целевом фонде будущих поколений, таким образом турниры смогли привлечь спортсменов из районов республики. Отмечу, что на Блице в Нижнем Пестяхе участвовало 100 шахматистов, из которых добрая половина была местные шахматисты из Мегино-Кангаласского района. Всего же главные старты страны насчитали порядка 300 участников из 12 регионов России. Среди них 7 международных гроссмейстеров, 2 международных мастера и 6 мастеров ФИДЕ. Принять участие в Кубке главы по шахматам значит научиться у лучших. И у наших якутских шахматистов в том числе. На самом первом турнире по шахматной композиции с участием 5 гроссмейстеров наши ребята заняли и первое, и второе место. На турнире по классическим шахматам здесь участвовал уже
6 гроссмейстеров, еще 2 сильных международных мастера из Новосибирской области. И 2 нашим шахматистам, это Владу Жиркову и Артуру Васильеву, удалось занять 8 и 9 призовые места в этом турнире. Ну а первое место осталось за Дмитрием Кокаревым. Гроссмейстер из Свердловской области уже второй раз становится обладателем Кубка Главы. Не без труда, отмечает спортсмен. У меня 2 самых тяжелых партии в турнире были в первых 2 турах. Это с Артуром Васильевым и Арсением Чумаевским. То есть якутские шахматисты показали свою силу. Гроссмейстер признается, выиграть такой масштабный турнир с таким сильным составом спортсменов приятно вдвойне. И, разумеется, хочется повторить. Как отметил Дмитрий Кокарев, 3-й визит в Якутию вполне возможен. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.